Так. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы начинаем вебинар, который посвящен очень важному вопросу практической подготовки обучающихся к выполнению заданий практического тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по УБЖ. Практический тур – это самый ответственный тур, где учащиеся показывают осознанное применение теоретических знаний, полученных на уроках в классе, в ходе при решении каких-то конкретных практических ситуаций. У нас пойдет сегодня речь о самых разных заданиях. Это будут и задания по основам медицинских знаний, по выполнению практических заданий, решению задач по чрезвычайным ситуациям при природных различных ситуациях, техногенного характера, пожарной безопасности и основам медицинских знаний. Сегодня на вебинаре у нас присутствуют педагоги Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Это преподаватели профильных дисциплин направления подготовки безопасность жизнедеятельности и физическая культура Катерина Николаевна Репина. Зеленкин Николай Павлович и участник республиканского конкурса «Учитель года-2019» Осипов Олег Александрович, преподаватель-организатор безопасности жизнедеятельности Зеленецкой средней общеобразовательной школы. Несколько слов о том, как проходит муниципальный этап Олимпиады. В муниципальном этапе Олимпиады принимают обучающиеся 3 возрастных категорий. Это 7-8 класс, 9 класс и 10-11 класс. В Олимпиаде могут принять учащиеся также победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, а также могут принять участие и обучающиеся более младших классов, если они для этого уже подготовлены и имеют такое желание. Сам муниципальный этап будет проходить 2 дня, это 8 и 9 ноября. Первый день – это выполнение заданий теоретического тура, а второй день будет посвящен выполнению заданий практического тура. Теоретические задания будут состоять из 2 частей. Это тестовая часть, где будет включено 20 заданий как открытого, так и закрытого типа, а также будут предложены задания самого разного уровня сложности. Но особенность здесь такая, что 80% заданий будет разработано на основе основной общеобразовательной программы, как основного общего, так и среднего общего образования. И 20% заданий будет предложено на повышенном уровне сложности, то есть эти задания будут выходить будут отклоняться от содержания общеобразовательной программы. При разработке заданий члены региональной комиссии используют в основном школьные учебники по ОБЖ разных авторов. Задания, которые будут предлагаться на теоретическом туре, они так и обобщены по следующим блокам. Это задания, которые проверяют знания школьников о личной безопасности, безопасности в быту, безопасности на дороге, безопасности на водоеме и так далее. А также это будут задания на проверку знаний по обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях. Во всех заданиях будут включены тесты на решение задач по здоровому образу жизни. Для 10-11 классов предлагается задание по государственной системе обеспечения безопасности населения и основам обороны государства и воинской обязанности. Здесь напоминаю, что подготовка к Олимпиаде, она выходит за рамки урочной системы работы, и в основном подготовка осуществляется во внеурочное время. Поэтому дискуссия о том, что, мол, за один урок невозможно подготовить учащегося к Олимпиаде, я напоминаю, эти разговоры беспочвенны. Вся подготовка к Олимпиаде проходит во внеурочное время. Ну, а сейчас я предоставляю слово Екатерине Николаевне Репиной,
доценту кафедры безопасности жизнедеятельности, преподавателю дисциплин основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Она обратит внимание на примерный перечень заданий и на те ошибки, которые делают учащиеся, и как рекомендует, как их избежать. Пожалуйста, Катерина Николаевна. Да, спасибо. Добрый день всем. По предмету основы медицинских знаний при составлении Олимпиады были, естественно, даны задания и составлены, касающиеся оказания первой помощи. И анализ последних лет что нам показывает? Сейчас я пробегусь, наверное, по отдельным заданиям и, наверное, алгоритму действий при той или иной помощи первой, которую необходимо было произвести, реализовать участнику Олимпиады. Итак, например, какие задания встречаются, причем очень часто? Это, конечно же, по реанимации, сердечно-легочной реанимации, это непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Вроде бы это обыденные уже, наверное, для участников, по крайней мере, Олимпиады вопросы, но тем не менее трудности возникали и возникают по сей день. Например, в частности, такое задание. Оказать нужно было первую помощь пострадавшим в результате техногенной аварии и произвести вызов бригады скорой помощи и спасателей. В принципе, такая ситуационная задача, где вот нужно было продемонстрировать свои знания не только из области медицинских знаний, но и еще и результаты знаний по авариям, по чрезвычайным ситуациям, ну, в частности, техногенная авария. Условия были такие, что вот в результате аварии пострадали 2 человека. Один из них находился в завале, и нога зажата тяжелой балкой была, а другой пострадавший не подавал признаков жизни. Нужно было оказать первую помощь, и уже в штрафных баллах оказывались те, смотря кому начинали участники Олимпиады оказывать первую помощь. Конечно же, оказание помощи всегда начинается с оценки чего? Это состояние пострадавшего, который не подавал признаков жизни. Ну и для этого самое что первое, производится проверка реакции на признаки жизни. Это реакция зрачка на свет, на пульс на сонной артерии, тоже, кстати, большинством людей, вроде как участники, они должны знать, но, видимо, в спешке на это они не обращали внимания. Ну и далее необходимо также было проверить, в сознании человека или нет, помимо того, что зрачок на свет не видели, они пульс на сонной артерии они не посмотрели, ну и по осязаниям даже можно было отметить признаки жизни. Ну и далее уже производить первое оказание помощи. Во-первых, это не освобождена грудная клетка, была тоже вот большинством участников, не ослабляли поясной ремень, не расстегнут, точнее, пояс, ну и не проверяли проходимость дыхательных путей вот перед тем, как производить первые манипуляции, это сердечно-легочной реанимации и непрямого массажа сердца, не очищали ротовую полость. Ну и, конечно же, что вообще нельзя было делать, это нанесение прикардиального удара. А некоторые до сих пор не в курсе, что прикардиальный удар вообще при произведении вот этой манипуляции делать сейчас запрещено. Так, дальше какие еще ошибки были? При произведении искусственно-легочной вентиляции не запрокидывали голову пострадавшего и не смотрели, как проходит воздух по воздухоносным путям. То есть просто делали вдох в ротовую полость, при этом даже вот тут большой балл отнимался, когда производили без использования каких-то защитных средств, я имею в виду маски или марлевой повязки. Но это прежде всего, извините, безопасность того, кто оказывает эту помощь. Поэтому здесь, конечно, в большом минусе баллы были. Ну и при вызове оказания помощи почему-то здесь вот минусом большим было то, что при перечислении тех моментов, где оказывается этот человек, да, при виде пострадавших, какое-то место, он и называл место своего назначения, что за происшествие, если он знал, он это все оговаривал, но почему-то не называл фамилию свою, когда вот вызывал скорую помощь. Вот это тоже большой минус. Так, какие еще были здесь трудности
и ошибки. Нужно было оказывать первую помощь пострадавшим в состоянии клинической смерти. То есть клиническая смерть – это тот вариант смерти, когда можно еще в первые, причем минуты экстренной мобилизации всех своих сил, оказывающему помощь, оказать помощь и пострадавшему. Ну вот тут в результате несчастного случая условия приводятся: пострадал человек, находится в бессознательном состоянии, нужно оказывать помощь. Что не было сделано участниками? Опять же, наличие первых признаков жизни не было определено, либо с помощью слуха, зрения или осязания это проверяется, но причем вот в последних годах уже по алгоритму действия здесь вычиталось не полные баллы, сколько даются максимально возможные, да, штрафные, а за каждые, скажем так, признак, например, не проверил слух, все, тебе минус 5, не минус 30 баллов, как было из максимально возможно, а каждый вот не реализованный знак давались минус 5 баллов, так же, как вот если вы бы не услышали или не увидели, или вот по своему осязанию не определили, есть ли признаки жизни или нет. Так, и что еще? Ну вот опять же, при вдохе искусственной вентиляции легких снова не запрокидывается голова у пострадавших, тоже большой процент ребят, кто этого не сделал, и не зажимали нос при вдохе искусственной вентиляции легких. Тем самым мы даже не увидим, проходит ли волна воздуха через воздухоносные ходы или нет. Вот. И опять же, что вдох искусственной вентиляции легких не был сделан без защитной маски. Катерина Николаевна, скажите, а вот требуются ли какие-нибудь пояснения, когда олимпиец выполняет вот такие вот приемы оказания первой помощи? Объяснять требуется, почему так нужно делать, а не иначе? Или просто вот олимпиец выполняет эти задания, а вы просто так молча фиксируете баллы, плюсы, минусы? Ну, например, если нужно проверять в сознании человека или нет, то, естественно, мы по всем манипуляциям участника, мы это видим и отчитываем баллы, да, если есть штрафные. Но вот ранее у нас, где-то, наверное, года 2-3 назад, при выполнении оказания первой медицинской помощи участник, он не был ограничен во времени оказания первой медицинской помощи. Сейчас же уже в алгоритме проставляется время. Для юноши одно, например, 5 минут примерно, для девушек там чуть больше, на минуту. И поэтому мы, засекая время, уже смотрим, что они делают. Если нам вдруг что-то непонятно, они даже в это время все укладываются и с разъяснением. Особенно, например, у ребят вот прям в ступор они вставали, когда ситуация такая, что нужно человеку оказать помощь, а нет ни радиосвязи, ни мобильной связи, нужно было просто выложить спасательные знаки. Так вот, коды международной классификации по оказанию спасения не могли ребята выложить, вот что очень обидно, и за это тоже уже шли штрафные баллы в 20%-то точно от общего количества. А используют ли ребята вот при выполнении практических заданий, ну, какие-то бинты, жгуты, шины, или это все так вот примерно так на словах происходит? Конечно, все это нужно использовать, потому как перед тем, как подготовить этот практический тур, со своей стороны председатель и все те, кто ответственные за секцию, они обязательно должны все оборудование этапа предоставить для каждого участника. Поэтому ни в масках, ни в бинтах, ни в жгутах, ни в шинах у нас еще не было проблем, что кому-то что-то не хватало. Поэтому, конечно, они всю реальную ситуацию проводят вот перед нами. Используя все медицинское оборудование. Понятно. Так, что-то вы еще хотите дополнить? Так, ну и все. И, наверное, еще нужно вам отработать, уважаемые участники, кто придет к нам на следующий этап проведения Олимпиады, чтобы вы отработали наложение шины, например, при переломе голени, скажем так, вот не знают, как накладывать шину. Наложат на голень, а суставы, извините, голеностопные и коленные остаются незащищенными, не мобилизованные. Поэтому это тоже большие вот ошибки с этим встречалось. Хорошо. А вот если такие вот, как выполнять задания, если при ожогах термических, химических, такие тоже есть задания, да? Да, эти встречаются, вот очень часто это ожог, да, и проведение вот манипуляции сердечно-легочной, да, реанимации при ожогах, да, совершенно верно, у нас все манекены, все, скажем так,
имитирующие этот ожог, приспособления имеются. Поэтому, да, все они должны это демонстрировать, не просто рассказывая теоретически. Нам главное практика, на то и практический тур Олимпиады. Хорошо, спасибо, Екатерина Николаевна. Большое спасибо. Всем удачи. Ну и вот в соответствии с методическими рекомендациями, которые пересланы в этом учебном году, рекомендуются следующие тематические линии на выполнение практических заданий муниципального тура. Это первая медицинская помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, при кровотечениях, при попадании народных тел в верхние дыхательные пути, при травмах различных областей тела, при ожогах, при обморожениях и первая медицинская помощь при отравлениях. Вот такие тематические линии рекомендуются при разработке заданий для муниципального тура, то есть что будет разрабатывать региональная предметная программно-методическая комиссия. Так, хорошо. Так, продолжает обзор рекомендаций. Пожалуйста. Так. Зеленкин Николай Павлович, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности, бессменный секретарь, председатель предметной комиссии регионального этапа Олимпиады по безопасности жизнедеятельности. Пожалуйста, Николай Павлович. Я хочу коснуться у нас программы 10-11 класса «Основы военной службы» раздела. Хочется предложить, значит, в программе и выполнение строевых приемов, и элементы строевой подготовки. Но сейчас в большей степени у нас встречаются различные, значит, по программе элементы стрельбы, разборка-сборка оружия, снаряжение магазина, метание мяча теннисного, если в спортзале, метание гранаты двух типов. Если подробнее коснуться, то выполнение стрельбы от самого простого, мишень номер 8, мишень номер 6 по количеству выбитых очков, уже к более сложному варианту, это, допустим, уничтожение условного противника или оказание первой помощи пострадавшему с артериальным кровотечением. Это вот предшествующий оратор у нас Екатерина Николаевна говорила про медицинскую помощь. Здесь уже нужно оценить как саму стрельбу, так оценить и действия по медицинским показателям. А задание очень, я бы сказал, сложно, и нужно разобраться сразу при получении задания. Условия: в результате ранения снайпер не может вести огонь из-за кровотечения в бедренной артерии, необходимо оказать первую помощь. То есть или выбирает, значит, особенно девчонки это выбирают, что они оказывают помощь медицинскую и получают 5, 10 и максимально 20 баллов, если без ошибок. Или выбирают то, что снайперу подождет, мы, значит, сами справимся с противником, стреляем по противнику, это значит 3 мишени там, одна 250 на 250 миллиметров квадрат, потом 200 на 200 и 80 на 80 миллиметров, 3 мишени. Дается 5 патронов, нужно здесь принять решение верное, потому что мишени 3, разной величины и 5 патронов. Но как правильно поступают большинство участников, они один выстрел на самую большую мишень тратят, потом 1 или 2 на среднюю мишень и по маленькой 2 или 3 у них выстрела остается. Потому что самая суть задания в том, что все 3 мишени должны быть поражены. Если они из 5 поражены все, значит участник получает, снайпер он получает 20 баллов. Если одна из них не поражена, 0. Девушки почему выбирают вариант номер 1? Потому что или 5, или 10, или 20 баллов можно получить, потому что там вариантов штрафных заданий будет больше. Следующие у нас могут быть какие задания? По стрельбе. Это, допустим, с ограниченным временем. Выдается 12
пулек, патронов, мишень номер 6, их с 10-метровой дальности 10, из 12 патронов нужно поразить максимальное количество мишеней в ограниченное время 20 секунд. Они еще поднимающиеся и опускающиеся мишени, то есть через 20 секунд мишень падает, ну как бы, и соответственно видно, которые мишени будут поражены. Штрафные баллы тоже тут определяются сразу. Вот такой вариант есть по стрельбе. Это уже сложный скоростной вариант тоже. Как там нужно выбрать медицину или снайперскую стрельбу, тут нужно в ограниченное время поразить определенное количество мишеней. Следующее. Выполнение упражнения. Это идет уже разборка или сборка автомата Калашникова. Там уже определенное время фиксируется. Допустим, выставляется 17, 18, 19 секунд для юношей. Это отлично, хорошо, удовлетворительно. Естественно, кто лучше выполняет или укладывается в это время. Для девчонок, как правило, 3 секунды добавляются. Если для юношей сборка 19, 21, 23, то по 3 секунды добавляется, значит, отлично получается для девчонок уже 22, 24 и 27 секунд. То есть девушка имеет преимущество небольшое. Сразу уже по программе. Индивидуально задание не варьируется, только юношей и девушкой. И каждый раз мы эти задания получаем в тот же день, буквально должны подготовиться и по программе, и выполнить согласно с теми требованиями, которые нам присылают. То есть подготовка, если раньше была 2 дня, то сейчас в день выполнения этих практических этапов. То есть нагрузка такая на подготовку сразу. И ситуация экстренная. Снаряжение магазина автомата Калашникова. То есть, допустим, тоже дается юношам, если время 35 секунд, 40-45, то девушкам уже на 5 секунд больше. Ну, просто это самое, как бы, понимают, что девчонки немножко медленнее могут выполнить. Хотя это не всегда так. Если 15 патронов, а не 30, то, соответственно, норматив как бы в 2 раза уменьшается. Это по снаряжению магазина автоматными патронами. Метание гранаты 2 варианта. Есть у нас метание мяча, 2 теннисных мячей, 10 и 20 баллов. Если попали обоими мячами в обруч, который 45 градусов на расстоянии 15 метров закреплен, то 20 баллов. Соответственно, не попали ни разу. 0 баллов. Такое возможно? Возможно. Возможно. Да. Кто вообще, если как бы настроен на сдачу теоретического тура и не метал, допустим, настроен на метание гранаты, к чему я хочу перевести, боевой, как бы, ну, естественно, выхолощена, учебная граната, но вес 600, это самое, которое самое уже 600 грамм, то он может не рассчитать вес мяча в спортзале при подготовке теннисного, вес гранаты, там 15-20 метров в соответствии с заданием. Соответственно, тоже дается 2 гранаты и по такому же принципу. Попал 2 раза, максимальное количество 20 очков, 1 раз 10, вообще не попал, 0 очков. Но это уже сложнее задание, потому что с гранатой учебного места организовать сложно, допустим, в помещении. Большинство организуется на улице. Ну, это нужно уже в зимний период выходить на улицу, одевать одежду и попасть тоже непросто уже в квадрат, там 2 на 2 метра, допустим, расстояние 20 метров. А если еще усложнить, так в бронежилете очень тоже сложно. Следующее. Есть такое задание, очень интересное. Без стрельбы у нас встречалось, но как бы сдвоенное задание. Определить марку оружия.
выставляются плакаты, заклеенные, допустим, СВД, автомат, пулемет, противотанковая мина, значит, это противопехотная, ну и еще вот часто встречающие виды оружия. И нужно определить сразу, выбрать и сказать, или это самое, карточку достаем, там рисунок, и здесь большой рисунок. Сравниваем, называем снайперская винтовка Драгунова. Если это правильно, 5 баллов. Неправильно, 0 баллов. Самое простое, что встречалось в программе, так сказать, стрелковой подготовки практического тура на Олимпиаде. Ну, хотя это и иллюстрации, все-таки дети имели дело с иллюстрациями, но относятся к практическому. Да, туру. относятся к практическому. Вот удивительно, один раз встречалась. Ну, и если усложнить, то у нас еще что может быть? Преодоление заминированного участка местности по минам, где, допустим, 8 кочек болотных, 20 диаметров миллиметров, 200 миллиметров. И мина, которая, она чуть-чуть другой цвет покрашена, она 15. Нужно, когда прыгаешь, не наступить на мину, иначе тоже... И внимание, и на внимание, и на координацию ловкость, движений, на координацию движений. Да, тут тоже и метание гранаты, если вернуться, то обязательно нужно после метания принять положение лежа, иначе 2 балла вычитается, потому что может человек пострадать, который метает гранату. Не нужно смотреть за результатом, как при стрельбе, а нужно наоборот после метания гранаты прятаться, потому что разлет осколков 25 метров по всему фронту и по всему кругу. А если метает гранату боевую, это самое F1, то там чугунная, вообще разлет осколков 200 метров. Вынуждены все прятаться после предупреждения. Но так, и были еще задания выполнения, ползком какие-то задания выполнялись, там вешались колокольчики еще на веревочку. Вешали колокольчики и преодоление полосы препятствий под этими колокольчиками, под этой проволокой, натянутыми нитками, чтобы по-пластунски мы их не задели. Но это как бы в составе вот с этими этапами, допустим, метание мяча, гранаты, да. метание или гранаты, и вот, значит, преодоление заболоченного участка местности. То есть 1, 2, 3 как бы в составе этих этапов. Да, то есть нужно уточнить, что порой вот на муниципальных этапах там можно, чтобы предложить учащимся выполнить какой-то один прием, какую-то одну операцию, а вот на республиканском этапе всегда какая-то интеграция самых разных ситуаций происходит, и чтобы из одной ситуации олимпиец сразу попал в другую и все хорошо выполнил, все задания. Вот задание было лет 5 назад, очень сложное, вот то, что из 10 поднимающихся мишеней нужно 12 пулями было поразить каждую, потом они упадут. Потом вот было и метание учебной гранаты по цели. Сразу же здесь в спортзале, значит, и переползание, и прыжки по кочкам, и неполная сборка массогабаритной модели автомата. И еще снаряжение же здесь магазина. Ну, в общем, есть такой набор. Из положения лежа. Да. Очень сложный этап был. Мы выходили когда в 12-ю школу. Там вчетвером мы устали проводить эти этапы. Довольно очень сложный, самый сложный этап был. Он был 16 января, вот 5 лет назад, 15 года. А вот тут рекомендуют еще такое вот направление, как, ой, так, потеряла в строю повороты, строевая подготовка. Да. Выполнение строевых приемов в движении. Выполнение строевых приемов заключается в том, что оценивается правильная строевая стоечка, во-первых, то есть пяточкой вместе, носочкой врозь, ножкой в коленях выпрямлены, живот убрать, плечи развернуть, руки прижаты к бедрам, голова приподнята. Эта самая стоечка сохраняется и в движении. Потом, если выполнение движения строевым шагом или походным, это тоже есть разница, 15-20 сантиметров нога прямая поднимается над полом, над землей, частота шага 110-120
шагов в минуту. И, значит, следующее. Равнение в движении. Интервал, дистанция должны быть как бы идеальные, потому что это действие уже в коллективе. Но если одиночного, то это проще, потому что уже когда в составе отделения сложнее, допустим, выполнить поворот налево в движении, направо в движении или кругом марш. Вот, допустим, поворот, если налево исполнительная команда подается под левую ногу, под левую ногу, то еще нужно самому сделать шаг правой, потом повернуться в нужную сторону и дальше пойти. Да, целая наука. Да, поворот направо, если, значит, под правую ногу, то есть направо исполнительная команда. Делаем шаг левой, поворачиваемся, дальше идем. Поворот кругом еще сложнее. Поворот кругом тоже выполняется через левое плечо. То есть кругом марш. Шаг левой, потом левой за правую. Потом разворачиваемся и просто имитация шага левой. И пошли дальше в движение. Руки произвольно. Раньше в Советском Союзе нужно было сразу руки прижимать к бедрам. То есть, как бы еще сложнее движение это было сделать. То есть, довольно сложная команда в индивидуальном выполнении. А если в составе отделения, ну, как правило, здесь в нашей Олимпиаде каждый за себя, то немножко попроще. Ну, если тренироваться, то элементарно все выполняют. Вот у меня курсанты военно-патриотического клуба «Ратник» выполняют все за 1 год обучения. Хорошо. За 3 месяца даже учатся. Спасибо, вы так это подробно рассказали, потому что вот впервые, вот, по-моему, дают вот это вот задание, рекомендацию на проведение вот этого конкурса, выполнение строевых приемов в движении, в строю и на месте. Спасибо, вы очень подробно все объяснили. Ну да, спасибо вам. Хорошо, благодарю. Так, ну что же, сейчас место выступающего займет Олег Александрович, преподаватель и организатор Зеленецкой средней общеобразовательной школы, участник, напоминаю, участник республиканского конкурса «Учитель года 2019». Бывший участник, да? Нет, вы теперь пожизненный участник. Всем добрый день. Напомню, меня зовут Олег Александрович, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности в Зеленецкой средней школе. Хочу разобрать такой момент, как правила поведения при авариях либо катастрофах техногенного характера. Зачастую очень подробно все это написано у нас в положениях, все это написано у нас в различных документах, но есть одна самая главная большая ошибка при подготовке к данному блоку. Это нарушение алгоритма выполнения заданий. Вообще, алгоритм – это последовательность выполнения тех или иных обязательных мероприятий или обязательных действий учащегося для того, чтобы максимально получить наивысшую оценку при написании, да, или при выполнении задания на Олимпиаде. Что вообще может быть или какие примеры можно разобрать? Допустим, действия при сигнале «Внимание всем». Зачастую часто воспитанники или учащиеся говорят, что при данном сигнале необходимо включить телевизор или там радиоприемник, что является правильным, и потом сразу следовать в пункт эвакуационного сбора либо в ближайшее укрытие, тем самым нарушая алгоритм правильности выполнения заданий. Я рекомендую именно вот на эти этапы обращать пристальное внимание и ввести данное выполнение данных мероприятий в систему. То есть каждый раз, когда вы приходите, например, на занятия на подготовке к Олимпиаде, делайте небольшой опрос, делайте небольшой, может быть, устный или письменный опрос для того, чтобы ребенок уже впоследствии машинального, такого постоянного выполнения данных действий запомнил все с самого начала до самого конца. Также при выполнении или при подготовке к Олимпиаде, именно при защите от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, очень часто путают такое понятие, как полная санитарная обработка, дезактивация и дегазация. То есть это все те мероприятия, которые у нас связаны с авариями
на химических объектах и на радиационных объектах. Это очень важно уяснить и ребенку показать, да, что такое дезактивация, то есть мы дезактивируем радионуклиды, и дезактивация, то есть мы полностью гасим химические элементы. Вот. Это очень важно, на этом стоит обратить внимание, потому что очень часто происходит загвоздка на этом всем. Ну, может быть, еще нужно объяснить происхождение слова, тогда что такое дегазация, дезактивация, тогда и приставка, что обозначает приставка «д». Ну, против, то есть против того-то, против того-то, то есть против радионуклидов и против химических различных веществ и испарений. Также вот я хотел бы немножко, наверное, отвлекусь, но потом вернусь опять же к своему выступлению, конкретизировать свое внимание в таком понятии, как асептические мероприятия и антисептические мероприятия, которые относятся к блоку у нас медицинская помощь, но тем не менее они тоже имеют место быть, потому что ситуативные задачи, которые у нас бывают в Олимпиадах, они очень-очень разноплановые. Что еще хочется сказать? Хочется сказать следующее, что при подготовке к данным мероприятиям, да, или к данной Олимпиаде нельзя подходить спонтанно. То есть каждый уважающий себя педагог, организатор, наставник, он должен понимать, что человек, который выступает на Олимпиаде, он все-таки это отражение его работы. Вот. Поэтому, если вы действительно хотите качественно выступить, быть в призерах или даже в победителях, к данной Олимпиаде надо подходить так же серьезно, как, я считаю, к любой работе. Вот. Что бы я хотел еще сказать? При подготовке к блокам различным, а именно чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, не поленитесь и разберите следующие законы, либо нормативно-правовые документы. Это федеральный закон о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обязательно. Это федеральный закон о пожарной безопасности, обязательно, и о гражданской обороне. Вот это три основных закона, так называемые три кита, которые вам помогут при организации к подготовке к Олимпиаде. Следующий момент, который я бы еще хотел сказать, и чтобы, в принципе, подготовка была очень и очень такая, знаете, разносторонняя, это составить обязательно план. План работы, который вы будете реализовать вместе со своим учеником или учениками, то есть людьми, которые будут выступать на республиканском этапе. То есть и вы также сможете и рефлексировать свою работу обязательно, вот, и найдете так называемые слабые места ваших воспитанников и сможете на это уделить гораздо больше времени. Следующее, что еще? Это организация постоянных тестов и постоянного контроля. То есть подготовка к Олимпиаде не требует и не может быть основана только на конечном итоговом тестировании. То есть каждый модуль, а в частности, допустим, предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, каждая катастрофа, будь то химическая авария, гидродинамическая авария, радиационная авария, пожар, взрыв, он должен быть полностью разобран, составлен алгоритм действия, да, вот, и закреплен путем устного либо письменного ответа. С каждым разом данные вопросы можно менять, комбинировать, сопоставлять с чем-то, да, чтобы дети все-таки стремились к тому, что они могут это все уже на интуитивном уровне описать и сделать, чтобы не было таких, знаете, заученных фраз. Дальше, что бы я еще посоветовал, это проведение практических занятий. Допустим, по дегазации той же самой и дезактивации. Очень много таких моментов есть в Олимпиаде. Вот. То есть это использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Это обязательно. Как вариант можете дать даже такую опережающую домашнюю работу своим воспитанникам, чтобы они просто посмотрели, какие виды материалов вообще существуют, да? Вот, что они носят, чем отличается, например, резина от кожи и так далее, и так далее. Это тоже будет очень, я думаю, полезно. Вот. И обязательно в случае возможности, я так думаю, наверное, многие школы это возможность эту имеют, пускай дети хотя бы посмотрят, потрогают или понадевают специальные средства защиты органов дыхания, такие как противогазы, респираторы, если у кого есть ОЗК или L1 костюмы. Да. Это обязательно для использования именно
когда пальцы потрогают, когда пальцы неоднократно, например, оденут те же самые шпеньки, или все это будет сделано энное количество раз, тогда вы добьетесь результата того, что ваш ребенок или воспитанник не растеряется на каком-либо этапе, да, не растеряется во время выполнения заданий, и уже на своем практическом, так сказать, применении своих знаний он сможет даже дать тот же самый ответ при составлении алгоритма. Дело в том, что даже использование средств индивидуальной защиты, противогаз, одевание общезащитного комплекта, да, но из года в год оно не меняется, по сути дела, и, конечно, можно уже детей с методом тренировки уже элементарно так вот подготовить к выполнению этих заданий. Еще такой момент по подготовке к олимпиадам. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что у нас ОБЖ такой межпредметная дисциплина, да, то есть можно и с физикой совместить, можно и с биологией. Кстати, медицина с биологией очень сильно дружит, вот так выражусь, вот, с обществознанием и с различными иными дисциплинами, которые вам помогут. Я понимаю, что учитель ОБЖ не может быть кладезем всех знаний, вот, но тем не менее в такой созданной педагогической группе, которая будет заявлена только с одной целью, это победа на Олимпиаде, вы сможете с своими коллегами достичь колоссальных результатов. То же самое я рекомендую, потому что я сам так делаю, сделать и с детьми. При подготовке к Олимпиаде даже 1-2 человек гораздо интенсивнее и лучше идет работа, если это целая фокус-группа. От 5 и более. Это самое оптимальное количество людей, которые у нас имеют то, что право, да, то есть которые привлекаются для работы. Ну и путем различных обсуждений, тренировок, анализа своей работы, самоанализа своей работы, мы можем прийти, да, их практика показывает, мы приходим к тому, что мы добиваемся очень хорошего результата. Какие бы я еще основные поставил бы, наверное, не то чтобы задачи, а условия для выполнения или подготовки к Олимпиаде. Это, как я уже сказал, организация педагогической помощи разной, вот, то есть со стороны учителей и предметников. И самое важное, это домашняя работа. То есть нельзя делать так, чтобы домашняя работа как-то была вразрез с той темой, которую вы проходили, допустим, на занятии вот днем. То есть ваша деятельность, да, или ваша домашняя работа, которую вы даете ребенку, должна быть направлена на расширение кругозора, должна быть направлена на нахождение еще каких-либо точек, еще нахождение каких-либо вариантов деятельности, да, в той или иной ситуации, для того, чтобы ребенок понимал, что не только слепо переписывать что-то, да, или что-то учить, а то, что может быть много различных вариантов. То есть это и предметный результат вот, в освоении программы ОБЖ, и развитие его кругозора. Еще я хотел бы остановиться на такой моменте, на основной образовательной программе основного общего образования. Предметные результаты именно дисциплины ОБЖ. Все предметные результаты, которые выполнены в данной программе, они в принципе все находят отражение в Олимпиаде по ОБЖ. Если вы не знаете, с чего начать, или вы не знаете, как правильно наладить работу, откройте данный нормативно-правовой документ, данную программу, там все есть без каких-либо искажений. Потому что у нас мы все выполняем один и тот же закон об образовании, мы обязаны ему следовать и по нему работать. Что еще хотелось бы мне сказать по поводу того, что у нас идет подготовка непосредственно к техногенным авариям и катастрофам. Здесь необходимо учесть деятельность гражданской обороны, а именно задачи гражданской обороны в мирное и военное время. Как я уже сказал, это можно все прекрасно найти в федеральном законе, который также называется о гражданской обороне. Уважаемые коллеги, используйте нормативно-правовые документы и акты для подготовки к Олимпиадам. Это будет очень мощным подспорьем для ваших воспитанников. То есть вы не только повысите знания, возможно, которые уже имеются у своих учащихся, но и ликвидируйте такую юридическую безграмотность, возможно, да, которая у нас есть. Вот. Ну и еще, что бы я хотел бы сказать. Обязательно отрабатывайте во время различных подготовок медицину. Екатерина Николаевна сказала, что только наложение шины. Нет.
алгоритм действия, например, сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких, остановка кровотечения венозного, артериального, ранение различной этиологии, то есть происхождения, да, это может быть и огнестрельное, и колотое, и рваное, и укушенное. На это все необходимо обратить внимание. Не вскользь, не лаконично, а прямо обратить внимание, чтобы ребенок понимал причину, следствие и то, что необходимо ему сделать. То есть по 3 вот этим основным критериям ваша работа должна быть составлена для достижения результата. Далее, помимо медицины, я бы еще хотел обратить внимание на различные элементы, связанные с основой военной службы. Я немножко опять отвлекся. Да, это обязательно. То есть по наитию человек, который ни разу не разбирал автомат или не, как сказал Николай Павлович, ни разу не снаряжал магазин, сделать этого будет невозможно и очень затруднительно. Это вот колоссальная работа, поэтому просто так взять человека из толпы и сказать, поедешь писать Олимпиаду, такого быть не должно. Вы подставляете и ребенка, и себя как педагога. Вот. Еще один момент меня попросили раскрыть, это туризм, прохождение, например, различной полосы, да, и так далее, и так далее. Туризм на Олимпиаде республиканской связан это со знанием различных топографических обозначений различного характера. Не путайте, пожалуйста, с военным обозначением. И связкой узлов. То есть вязание узлов для различных применений. То есть узлы могут быть как спасательные, самоспасательные, узлы, которые, например, связывают веревку одного диаметра, разного диаметра, ну, вот, и так далее, и так далее. То есть, опять же, без качественного подхода к данному этапу, да, это сделать будет невозможно. От себя хочу вам сказать, что все элементы вязки узлов у нас есть в свободном доступе в интернете. Используйте YouTube, есть хорошая школа, которая связана непосредственно с визуальными такими способами обучения. Ставьте на паузу, повторяйте, повторяйте и повторяйте. Никогда не спрашивайте ребенка о том, чему он научился при просмотре какого-то там видео. Да. Сначала это 10 раз показывается вами самими, да, допустим, в чем разница между Берншкотовым узлом или, например, Булинем. Вот, вы сами должны это все рассказать и показать. Как только вы максимально в ребенка вложите вот, и научите его учиться, и научите его видеть вот эти все элементы, тогда будет результат. Вот. И самое важное, что еще, на что нельзя, как сказать, не обратить внимание, это прохождение различных этапов туристической полосы. Допустим, это параллельные прямые, маятник, гатти, различные полиспас, да, и так далее, все, что может быть. Этапы могут быть различные, но уровень подготовки все-таки у ребенка должен быть высокий, да, то есть может у него там и не быть этого туристической полосы, но тем не менее знание о том, как это проходит и как это делается, он должен, в принципе, знать и должен владеть этим. По своей практике могу вам сказать, подготовка к туризму и к туристической полосе никогда не делается за неделю, это минимум месяц, да, то есть у нас месяц остался до написания Олимпиады. Учтите, пожалуйста, это и максимально придайте этому значение. Вот. 5-7 этапов туристической полосы, я думаю, будет достаточно. Вот. Ну и если у нас будут какие-либо мероприятия, связанные непосредственно с прохождением уже туристической полосы как практического элемента, у нас есть 3 основные способа тренировки. То есть это заданная траектория или территория, по которой можно двигаться, это выбор, вот, и тренировочный путь, который вы можете использовать только так, да, как вы сами захотите, никто вам тут не советчик. Для тренировок советую использовать векторные карты, вот, обязательно, с нанесением, получается, топографических знаков вашей местности, конкретно вашего населенного пункта или города, или, например, леска, пролеска, опушки и так далее, чтобы ребенок четко понимал, где он находится, видел, например, одни и те же объекты, допустим, сваленная сосна, муравейник, ну, вот, раскидистая береза там, или куст, там, например, малины, и чтобы он уже на интуитивном уровне, в принципе, да, уже мог спокойно сориентироваться в пространстве. Это очень важно. У более
так сказать, прогрессивных педагогов есть уже соответствующие карты местности, непосредственно выполненные для соревнований. Вот. Также вы можете использовать карты, которые сделаны при помощи Google карт. Через интернет распечатать на черно-белом либо цветном принтере и также с обозначением контрольных точек организовать для своих детей соответствующую тренировку. Советую все это делать в динамике, советую все это делать на время, вот, даже с условными такими сложностями, да, то есть, например, не только они проходят этап какой-то, вот, а также завязали узел, например, одели противогаз и, например, оказали первую медицинскую помощь, например, при переломе руки. И так, ну не ежедневно, но хотя бы через день. То есть теория и практика, они должны идти параллельно, ни в коем случае не расходиться. Одно другому мешать не должно и западать ни в коем случае не должно. Вроде как все рассказал. Спасибо, Алекс Александрович, очень все подробно. Но еще нужно обратить внимание, что в последнее время некоторые задания практического тура, вот, например, по туризму, выполняются на улице. Ну, например, вот определение азимута, определение расстояния между объектами. Это такие мероприятия можно провести на улице. Даже, вот, например, у нас в январе-феврале проходит республиканский этап Олимпиады. Все равно мы уже выводим обучающихся на улицу, и они, например, определяют азимут или расстояние. Как раз вот хорошо Олег Александрович сказал, вот эта вот линия знания топографической карты, которая наметилась у нас где-то года 3 или 4 назад, она продолжает оставаться, и самые различные вот эти вот условные топографические знаки, которые на определение объектов, на определение форм рельефа, там направление течения реки, чтение характеристик моста реки по условным там обозначениям, все это сохраняется и в этом году. Пожалуйста, обратите внимание, и у учителей географии есть атласы и контурные карты, то есть можно брать, советоваться, как готовить ученика по этим картам, потому что здесь нужно уже дружить и с учителем географии. Вот так вот. Ну да, вот такой вот симбиоз педагогический, как бы он очень будет полезен. Вот. И опять же, по своей практике скажу, списанные учебники советского времени, они гораздо более информативны, вот, и могут использоваться при подготовке даже, вот, например, к такому этапу, как туризм. То есть и масштаб, например, карты рассказан, что такое истинный азимут, что такое истинный полдень и так далее, и так далее. Там все это можно найти, в принципе, да, и все это обязательно обговорить, да, и обязательно это все поработать практически. Да. Ну и какая литература используется? Ну, так как у нас все олимпиады не только школьного, но и даже республиканского уровня, они все равно проходят в основном на базе основной общеобразовательной программы, то под эту программу разработаны прекрасные учебники. То есть все линии учебников, которые у нас есть, они могут быть использованы для подготовки к олимпиаде. Безусловно, безусловно. И вот мне, хотя сейчас пока, наверное, нет у нас таких учебников, как линия Аюбова. Нету. Нет. Но вот они интересны мне тем больше нравятся, что там как раз делается акцент на развитие логического мышления. Вот, там как раз вот есть такие ситуации по текстам, где можно организовывать, учить школьников сравнивать, находить признаки сходства, различия, и есть очень неплохие рисунки, на основе которых можно уже формировать у детей информационную компетентность. Это вот очень важно. Ну, и в завершение я хочу напомнить вам, уважаемые товарищи, что при выполнении заданий практического тура дети должны быть одеты в спортивную форму, иметь спортивную обувь и медицинский допуск для выполнения заданий практического тура, потому что он связан все-таки с какими-то силовыми, скоростными заданиями, и ребенок должен быть у нас здоров. Так, что-то вот, еще я в свою очередь да? хочу дополнить. Николай Павлович сказал, что как один из элементов основ военной службы будет строевая подготовка. Ну, возможно. Да, возможно будет. Вот там рекомендую обратить внимание на внешний вид более строгий, нежели спортивный костюм, потому что все-таки строевая подготовка — это офицерская дисциплина, да, солдатская дисциплина, неряшливость и безграмотность, да, вот такая вот строевая, здесь быть не должна. Как небольшой такой, может быть, отступок для подготовки к этапу строевая подготовка, советую использовать строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Первые там 13-14 статей, вот, ну и потом уже по вашим
как по вашему плану, как у вас будет идти. То есть все подробно описано, все подробно расписано, поймет даже не служивший человек. Как бы, там все очень прекрасно. Напоминаю, строевой устав. Хорошо. Ну что ж, спасибо, Олег Александрович. Итак, мы заканчиваем проведение нашего вебинара, посвященного практическим вопросам подготовки обучающихся к Всероссийской предметной олимпиаде по ОБЖ. Мы пожелаем вам всяческих успехов и ждем ваших воспитанников, обучающихся на региональном этапе олимпиады в январе-феврале месяце. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания.